Наверное, меньше всего мне надо было бы сегодня выступать, но я смотрю, слушаю. У меня такое ощущение, что это такая, знаете, мыльная опера на 300 серий. Бесконечно. Полгода идет, значит, человека не знают, где он находится. Оказывается, только наркоманов можно вычислить. А так обычно человека вычислить невозможно. Оказывается, он не кушает, оказывается, он не пьет, оказывается, он не спит, оказывается, он не одевается, не болеет. Только наркомана можно, да, Виталий, вычислить, а так нормального человека вычислить невозможно в Абхазии, да? Я считаю, что здесь вопрос такой, очень тяжелый. Здесь я, насколько знаю, я лично сейчас не общался, но семья очень возмущена. И понятно, почему возмущена. Здесь общество возмущено. Целого депутата в парламенте расстреляли. Вместо того, чтобы это должно быть первым вопросом, где СВБ, прокуратура и МВД должно все вместе сработать. Даже для того, чтобы во избежание будущих, возможно, последствий, потому что последствия могут быть очень тяжелыми и очень страшными. Потому что в каждой семье, непосредственно кто так или иначе замешан в этом деле, растут молодые люди. 2 сына у меня, 2 сына у Харази, 2 сына у нашего покойного коллеги. Вы что, хотите, чтобы здесь бойня началась, что ли? Вы за полгода человека не можете найти. Вам когда нужно, вы сразу всех находите. Прямо сразу. Неделя, месяц, полгода прошло. Это что такое? Это, во-первых, и для него, наверное, хорошо будет. Отец за сына не может отвечать. Если он даже что-то натворил, так наш коллега, дети его должны спокойно жить, семья его должна спокойно жить. Семья Вахтанга должна быть спокойно жить. Ну, я со своей как-нибудь, но если за меня там страна не беспокоится, за Мусина не беспокоится, я сам как-нибудь побеспокоюсь. Но хоть за других подумайте. Вы просто хотите, чтобы бойня произошла. Я могу сценарий, который некоторые здесь зарисовывают, сказать, но пока на этом этапе промолчу. И я считаю, что, Адам Урович, как парламент, мы не можем просто сказать, когда вы это завершите. Я думаю, что уже пора, время пришло поставить некие временные рамочки. Да. Потому что это бесконечно невозможно, чтобы вот эта эпопея продолжалась. А потом уже у нас тоже есть некие полномочия по итогам работы наших министров или еще кого-то, я не знаю, кто там будет задействован, тоже какой-то вывод сделать. Я так считаю. Если какое-то другое мнение у коллег есть, если я что-то неправильно говорю, пожалуйста, поправьте, я приму это.